Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Сочи в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию. В ходе переговоров Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили вопросы социально-экономического сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Состоялось очередное заседание Кабинета министров Республики Абхазия. На повестке дня было рассмотрено 15 вопросов. О том, какие распоряжения были приняты, смотрите в нашем следующем репортаже. Первый вопрос, который был рассмотрен на очередном заседании Кабинета министров – заключение соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений. Стороны договорились принимать меры по предотвращению проникновения различных вредителей с территории обоих государств при импорте, экспорте и транзите подкарантинной продукции, а также осуществлять при необходимости совместный карантинный фитосанитарный контроль продукции, обмениваться информацией о появлении и распространении вредителей на территории государств. Это проект соглашения, в принципе, нам даст большой плюс. По крайней мере, допустим, я понимаю, что у нас сейчас трудности были с приобретением лабораторного оборудования, но правительство нам помогло. Есть еще нам необходимое лабораторное оборудование в поставках, которые могут помочь. И далее мы можем послать своих инспекторов, сотрудников на обучение в научно-исследовательский институт защиты растений при Россельхознадзоре. В целях повышения деятельности и эффективности внутренних дел Абхазии были внесены изменения в постановление Кабинета министров республики, в рамках которых утверждены структурные построения органов внутренних дел и штатного расписания Министерства внутренних дел Абхазии. Также была установлена и стоимость бланков разрешения на временное проживание в республике. Бланк стоит 200 рублей. На заседании было рассмотрено и постановление об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств. Всего в списке 89 наименований медикаментов. Министерству здравоохранения поручается до 1 ноября текущего года представить актуализированный перечень лекарственных средств. Совместно с Министерством финансов проработать проекты подзаконных актов, которые будут регулировать условия и порядок льготного обеспечения лекарственными средствами. Министерству экономики и Минздраву осуществлять систематический мониторинг рынка лекарственных средств и при наличии соответствующего экономического обоснования информировать Кабинет министров о необходимости корректировки размеров предельных надбавок. С целью усиления социальной поддержки участников боевых действий в Афганистане Кабинет министров Республики Абхазия решил с 1 июля 2019 года выплачивать ежемесячное пособие в размере 3000 рублей. Кроме того, было принято и постановление об утверждении правил стандартизации средств размещения туристов, согласно которому Госкомитету Республики Абхазии по стандартам энергетическому и техническому надзору в срок до 1 ноября необходимо разработать и утвердить индивидуальные требования, предъявляемые каждому виду объектов размещения. Общие требования к средствам размещения – это освещение в жилых и общественных помещениях, холодное и горячее водоснабжение, отопление, вентиляция и так далее. В целях обеспечения туристов, проживающих в средствах размещения, минимальным ассортиментом услуг предлагается также установить требования к услугам размещения. А именно услуги общественного питания, ежедневная уборка жилых помещений, хранение ценностей, багажа, медицинская помощь, туристическая информация. Также на заседании было принято и распоряжение о централизованном приобретении и распределении автомобилей аппаратом Кабинета министров, согласно которому за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на 2019 год, Министерство финансов республики должно выделить более 2 миллионов на 3 автомобиля для
Министерства по налогам и сборам и Государственной миграционной службы. В дополнительную повестку дня были включены еще 4 вопроса. В рамках дополнительной повестки в Кабинете министров также приняли постановление о предельной численности работников аппарата Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. Установить предельную численность работников аппарата Министерства культуры Республики Абхазия в количестве 57 штатных единиц. Размер ассигнований из средств республиканского бюджета на содержание аппарата Министерства культуры в сумме 11 миллионов 533 178 рублей. По решению Кабмина Абхазии 12 августа, понедельник, объявлен выходным днем, так как 11 августа отмечается Курбан-Нюха. В рамках заседания Кабинета министров прошла и презентация оцифровки актов правительства. Теперь документы, начиная с 1992 года, хранятся в электронном формате. Все акты правительства оцифрованы, они являются документами несекретными. Те документы, которые являются несекретными, к тем документам теперь будет широкий доступ обеспечен. Теперь любой гражданин может зайти на сайт правительства Республики Абхазия в разделе «Акты правительства», найти любой документ, его интересующий. Последующее оцифрование актов и пополнение программы в режиме реального времени будет осуществлять аппарат Кабинета министров. Гугут Савардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В соответствии с планом подготовки вооруженных сил страны на летний период обучения с 6 по 8 августа Министерство обороны Республики Абхазия проводит командно-штабные мобилизационные учения с 5-й стрелковой бригадой резерва и военным комиссариатом Сухумского района. О целях и задачах военных учений нам рассказал начальник организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Эдуард Бондарь. Учебными целями, которые мы ставим перед собой, это, соответственно, учить должностных лиц военных комиссариатов Республики Абхазия выполнение своих функциональных обязанностей при проведении мероприятий от мобилизования, приведения в высшей степени боевой готовности, дать практику, соответственно, командирам резервных подразделений в организации выполнения плановых мероприятий от мобилизования. Также ставим перед собой задачу – это организовать подготовку данных должностных лиц, соответственно, в отработке боевых мобилизационных документов. В данных учениях на первом этапе сейчас задействованы военные комиссары и командиры резервных подразделений. Для улучшения подачи электроэнергии сразу в нескольких селах Ачамчевского района РУП «Черноморэнерго» на подстанции Кочара провел плановые работы по замене силового трансформатора мощностью 2,5 мегаватт на трансформатор большей мощности 4 мегаватт. Подстанция Кочара обеспечивает электроэнергией одновременно 4 села Ачамчевского района – Кочара, Ктоу, Джигарда и Ухада. Еще в декабре прошлого года на подстанции вышел из строя трансформатор мощностью 4 мегаватт. Трансформатор уже старый и попросту износился. В силу того, что трансформатор 65-го года рождения проработал практически 50 лет, больше чем 50 лет. Поэтому, безусловно, неудивительно, что он вышел из строя. Повредилась обмотка высокого напряжения, потом мы определились после того, как сняли. А взамен его у нас был резервный трансформатор. Правда, мощностью поменьше, 2,5 мегаватта. Но он подошел в силу того, что необходимо было такая, чтобы поставить его. Хотя, чтобы села получили напряжение. Вышедший из строя трансформатор мощностью 4 мегаватт привезли в цех Черноморэнерго и обследовали. Оказалось, что в нем повредились 2 слоя обмотки, позволяющие правильно работать агрегату. Так как сейчас у нас нет подрядных российских организаций, которые обслуживали трансформаторы большой мощности, агрегат пришлось восстанавливать силами Черноморэнерго, отметили специалисты. У нас есть специальный станок намоточный с программным управлением. Мы просмотрели, сколько у нас слоев обмотки не было. Заказали провод, тоже провод нам пришел. Пришлось ждать провод, поэтому время и прошло. Этот провод пришел, и мы намотали 2 слоя, укрепили, собрали, отсушили его, залили через ирригационную установку, специальная установка под вакуумом, масло трансформаторное, и подготовили в рабочее состояние. С помощью спецтехники аварийные бригады Черноморэнерго на подстанции Кочара установили уже отремонтированный трансформатор.
На время проведения всех работ села Куачара, Ктол, Джигарда и Уада были обесточены, но уже к вечеру подача электроэнергии была полностью восстановлена. Аля Катрапш, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. Абхазский драматический театр готовит сюрприз. Премьера нового спектакля состоится совсем скоро. А пока у вас есть возможность первыми узнать о том, что же готовит Государственный Абхазский драматический театр. Заглянем за кулисья театра вместе с нашими журналистами. Да, вы совершенно правы. Это Ромео и Джульетта Шекспира. История, которая не нуждается в представлении. История, которая покорила весь мир. Ромео и Джульетта впервые были поставлены труппой слуги лорда Камергера. Постановка состоялась практически 500 лет назад в театре на окраине Лондона. С тех пор попросту невозможно сосчитать, сколько раз на разных мировых сценах оживали эти герои, сколько раз это произведение было экранизировано. Точно ясно одно: написанное практически половину тысячелетия назад, она до сих пор трогает сердца. И главное, герои Ромео и Джульетты оживут и у нас, а жизнь в них вдохнет режиссер-постановщик Атгур Кове. С одной стороны, это одна из самых репертуарных пьес в мире, да, может быть, даже самая репертуарная. Ставят все и везде, и всегда. Но при этом, с другой стороны, в Абхазии она ставится впервые, на абхазском языке она ставится впервые. Тут надо отметить блестящий перевод Геннадия Аламия, да, потому что почти конгениальный тексту оригинала. Что-то свое, естественно, мы хотим сказать что-то свое, и хотим сказать это средствами спектакля, передать это средствами спектакля. Мы пытаемся заложить помимо общеизвестного сюжета еще и некоторые вещи, которые в пьесе находятся, но почему-то, как нам кажется, их не замечали. Уже на репетиции становится понятно, что Сухум ждет громкая премьера. Актеры сосредоточены, музыка, свет, четкие команды режиссера. Кажется, что вся эта атмосфера погружает тебя в иной мир, главными проводниками в который становятся актеры спектакля. Естественно, я даже просто не задумавшись сказала: да, хорошо, я сыграю Джульетту, потому что вдруг больше никогда не будет такого шанса. Вот. Даже не подумала о том, что это абхазский театр, хотя работаю я в русском и всю жизнь там прожила практически в другой стране. Но подумала, я думаю, что это не так трудно передать все те эмоции, которые мы все прекрасно знаем по пьесе, пусть даже это другой язык. Вот. Поэтому я согласилась, даже практически не думая. Перевод мне очень понравился, хотя я не понимаю практически ничего, но это настолько красиво, что смыслово ничего не потерялось. То есть сама суть пьесы Шекспира, она осталась почти нетронутой. То есть все так же, просто язык другой. Все герои заговорят на абхазском языке. Повесть Шекспира на абхазский язык переводил народный поэт Абхазии, общественный и политический деятель Геннадий Аламия. Уникальность спектаклю придает и участие в нем актеров Русского драматического театра. В спектакле участвуют даже дети с детской театральной студии. При Абхазском драмтеатре они играют, можно сказать, одну из основных ролей в самой постановке. Также в этой постановке принимают участие актеры с Росдрама, 3 человека. Много ролей с дублями, то есть 2 состава у нас. И это, в принципе, такая практика, которая используется всегда, во всех театрах, во всем мире. Раньше такое было и в Абхазском драмтеатре тоже, но после войны особо не практиковалось. Сейчас мы возобновляем, чтобы дать возможность работать всем. Наверняка каждый из вас уже успел задаться вопросами, когда состоится премьера и когда можно будет покупать билеты. Билеты уже продаются. Было объявление на наших социальных страницах, на сайте театра можно купить билет онлайн. И, честно говоря, еще, наверное, не все знают, что билеты продаются, но уже билеты активно продаются, поэтому мы приглашаем всех. У вас есть 2 прекрасных дня в августе увидеть постановку «Ромео и Джульетта» на абхазском языке.
Уже совсем скоро на сцене Абхазского драматического театра оживут герои самой печальной повести на свете, а главное – заговорят на абхазском языке. Саид Барганжи, Алексей Баструков, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Абхазское телевидение продолжает серию интервью с кандидатами в президенты Абхазии. Согласно жеребьевке Центризбиркома Абхазии, сегодняшнее эфирное время предоставлено кандидату в президенты Абхазии Артуру Анкваб. Интервью в прямом эфире смотрите сегодня в 21:00. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем 24-29. Температура морской воды плюс 26 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.